Сегодня 237 выпускников Сыктывкарского медицинского колледжа имени Ивана Морозова получили дипломы. Из них 46 красные. Медсестер, акушеров, фельдшеров и фармацевтов ждут в городах и районах республики, в поликлиниках, ФАПах и больницах. Дарья Волокжанина о тех, кто готов вернуться на малую родину. 4 года учебы пролетели незаметно. Многие из этих выпускников медицинского колледжа еще не до конца осознали, что уже завтра начинается взрослая жизнь. И как будто желая хоть немного задержать это беззаботное и веселое время студенчества, не спешат заходить в здание филармонии. Впрочем, шаг во взрослую жизнь уже сделан. Все они определились с местом дальнейшей работы. Александру Гивейлер ждут в новом ФАПе, который буквально недавно торжественно открыли в Ашкурье. Трудности сельского фельдшера не пугают. Курс молодого бойца девушка прошла еще во время практики. Да, я готова к этому. Я проходила практику на ФАПе, мне там очень понравилось. Я прям загорелась этим. И вот с 3-го курса я поставила себе цель, что я пойду именно на ФАП, на село работать. Бессонные ночи во время сессий, практика в ожоговом отделении республиканской больницы, тяжелые пациенты, привыкание к виду крови. Через все это Георгий Бердник прошел как студент-медик. Сегодня, после получения диплома, он уже полноправный медицинский работник. Я еще смотрю туда, где есть вакантные места. Как бы я уже узнавал, ходил тоже. Вот, и в КРБ вполне возможно пойти работать. 237 выпускников только в Сыктывкарском медицинском колледже. В целом по республике учебные заведения, где готовят медиков, окончили более 400 человек. Кроме того, в республике ждут новых специалистов, которые выучились в других регионах. Как показывает практика, 50% возвращаются на малую родину. А надо, чтоб все. Профильное ведомство сегодня прилагает все усилия для того, чтобы добиться этого. Сейчас совместно с правительством Коми прорабатывается вопрос предоставления жилья медикам. Это именно то, что в первую очередь нужно молодому специалисту. С муниципалитетами, селами отрабатываем покупку квартир там, где они есть. Но зачастую в селах нету жилья, которое можно быстро взять и купить. Поэтому сейчас мы параллельно с разными компаниями прорабатываем варианты строительства быстровозводимых домов, в том числе по финско-канадским технологиям, как вы слышали. Там буквально за 2 месяца можно построить уже дом. И наше условие, чтобы дом был не просто коробка, а чтобы коммуникации были, тепло, вода. В филармонию они вошли как выпускники, а выйдут уже полноправными специалистами. Большинство из них после аккредитации пойдет в больницы, ФАПы и поликлиники городов и районов республики, где их уже ждут коллеги и, конечно, пациенты. Дарья Волокжанина, Елена Кононова, Иван Богомолов, телеканал Юрган.